Моя быться, мы дыхаем снова, мы дыхаем снова, столкные, бескрылые, силатые, категории, дыхай свободно, милая, правильно, клыками долгими, дыхай на полные груди нам, это земля. Лети, не лети в минулое, не мотылек на свое сверхно. Посядала вниз, дивана разъем забытый, выкинем Я не буду. Добрый день. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Приємно бачити стільки знайомих і не тільки знайомих тварів. Нас становиться більше, це моц. Зараз вельми натхнув мене оратор, звідти хлопець. Насамперед, у кожного своє міркування, але я згодний, що нам треба виходити не на площу Варшави, а на площу наших городов. Імкнутися до перемоги, тому що ті, хто вийшов, вони вже сидять. І я скажу за себе, мені кривдно, що сидять вони за мене. Як тільки буде час, треба брати ініціативу в свої руки. Тільки праз жорсткі події ми зможемо перемогти. Тільки моє міркування. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Всім дякую за те, що ми тут всі збираємося. Так, зараз ми трошки поколядуємо, так як у нас є свято сьогодні. Діток хочу позвати усіх до мене сюди, наших діток. Діти! Детки, хочу, Настя, Ванечка, хочу сюда. Мы тут трактовались и споем колядные песни. Знаете, что такое детки тут у них? Дети! Ходите сюда, Саша. Ходите сюда. Рада, Саша, идите сюда.
Нынче ангел к нам спустился и пропел: Христос родился. Мы пришли Христа прославить, Его с праздником поздравить. Всем посеваем, с Новым годом поздравляем. Открывайте сундучок и доставайте пятачок. Не гоните ряженых, ярко разукрашенных. Нами ангел заодно, вдруг прогоните его. Мы ряженые, мы румяные, мы голодные, дети малые. Дайте пряничка и конфеточек, пожалейте малых деточек. Коротко и просто, на небе светят звезды, ну а мы творога подайте хоть немного. Дайте масло, дайте сало, и мы начнем все сначала. Нынче ангел нам пустился и пропел: Христос родился. Мы тут разбогатеемся. І всіх со святами. Живе Білорусь! 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 Вірим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Привітання, шановне господарство. З вами я, Наталія Гарашко-Басалига, правооборонця з Білорусі. І зараз я знову вам згадую, що моя дочка, правооборонця Юлія Гарашко, знаходиться за Краком. Я ведаю, що у нас зараз свято, але свято вельми сумне, тому що нашим політв'язням від страху диктатора і його банда дають великі терміни так званого покарання. І суд у моєї дочки відбудеться, мабуть, у студені. Мабуть. І вона вже більше за півгоди за кратами у полоні у Лукашенки. Коли буде суд, досконало ми не ведаємо, але сподіваємося, що довідаємося о обращенні диктатора у студені. І я вам скажу, ці великі терміни, це те, чим Лукашенко підписує собі смертний приговор.
гэта тое, што павінна нас яшчэ раз падняць, яшчэ хутчэй все рабіць, каб мы смогли освободить нашу родиму от полона, наших политвязняў вызволить з полону у Лукашэнкі. Таму мы павінны яшчэ раз пераглядзець наше жыццё і аддаць як мага болей сил на вызваленне наших грамадзян і нашай радзімы. Дыктатура ўжо ведае, што ім канец, але агонія будзе вельмі страшэннай. Гэта яшчэ не самае страшнае, што мы бачым. Будзе яшчэ хужэй. Таму мы павінны прыкласці максімум намаганняў, каб спасці наших грамадзян, якія засталіся ў палоне і дыктатары. І таму у гэты святочны дзень я хочу узгадаць усіх наших палітзняволеных і тых, каму ўжо назначили тэрміны так званага пакарання. Яны не адбудуць гэтыя тэрміны, мы ведаем, што мы іх вызвалім хутчэй. Але ж я зараз узгадываю тых палітвязняў, каму ўжо назначили гэтыя так званыя тэрміны пакарання. І тыя, хто зараз яшчэ за кратамі без суда і так званага следства. Таму што яны не павінны у тым, што яны любяць сваю Беларусь, у тым, што яны патрыёты сваёй краіны, у тым, што намагаліся волі для свайго народа і сваёй краіны. І ў гэты святочны дзень я хочу, каб мы ўсе разам сказалі: свабоду палітвязням! Свабоду палітвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! І всі наші палітзняволеныя, яны аддаюць сваё жыццё. Вось гэты тэрмін за кратамі яны аддаюць, каб наша Беларусь была вольнай. Таму яшчэ раз мы кажем: жыве Беларусь! Живе 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 Беларусь! И я ведаю, мы разом зможем, переможем! Разом зможем! Переможем! Разом зможем! Переможем! Разом зможем! Переможем! Всем здравствуйте. Хотела бы поздравить католиков с Рождеством, с наступающим Новым годом и, соответственно, православных тоже с наступающими праздниками. Я хотела бы сказать про одного своего друга, очень замечательного человека. В связи с этими всеми судами, когда давали по 20 лет, 18 лет, он прошел незамеченным. Но в Гродно он отметился как замечательный человек. Сейчас я говорю о Вадиме Ермошуке. Этот человек гродненский активист, блогер. Ему дали 3 года строгого режима, то есть он будет отбывать в колонии свой срок. 3 года только за то, что он был блогером. Якобы он оскорбил Лукашенко, якобы он надругался над госсимволикой, сказав, что эта тряпочка стоит таких огромных денег, того она не стоит. Но скажите мне, пожалуйста, разве флаг это не тряпка? Это тряпка. Она сделана из материала, то есть лингвистическая экспертиза может доказать, что любой флаг это самая обычная ткань, тряпка. За это ему дали 3 года колонии. Мало этого, за то, что народ, гродненцы, его прозвали народным депутатом, его пытались опозорить и чернить в наших глазах, пытались распространять различные видео сексуального характера, потому что хунта больше ни на что не способна, кроме того, как опозорить человека. А
Они смонтировали какое-то неведомое видео, я даже не смотрела, если честно, потому что противно. Противно от того, какими способами они пользуются для того, чтобы опорочить наших активистов, для того, чтобы опорочить наших настоящих белорусов. И я хочу сказать, что как бы там ни было, все вот эти вот прислужники режима, в особенности те, которые распространяли это видео, а мы знаем фамилию каждого, в особенности они будут отвечать, потому что они были слепы и глухи к стонам своего народа. Они предали свой народ, они устроили геноцид по приказу всего лишь одного старого деда. Поэтому я хочу призвать вас, пишите письма, пишите Вадиму письма. Много писем к нему, конечно, не доходит, но хотя бы его там не трогают, потому что приказ по нему уничтожить. Уничтожить человека только за то, что он говорил правду. Пишите письма, я вас очень прошу. Это единственное, что их может сейчас порадовать. Ну а в конце я хочу сказать: свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу Вадиму! Свободу Вадиму! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мир вам. Добрий день, шановні брати і сестри. Я в першу чергу віншую вас со світлими святами новогодніми, со святом народження Божого. І нічим не так важно, хто з нас православний і святкує по юліанському календарі, хто католиці, протестанти по григоріанському календарі, хто на агул атеїсті, може так не оформився як вірник, але душа кожного тягнеться до Бога. І я хотів заакцентувати вашу увагу, що в ці дні ми відзначаємо час, коли у цей світ прийшов Христос. Він народився як маленьке дитя у яслях за городом і подарував надію. И тому, конечно, я, как секретарь Белорусской автокефальной православной церкви, хотел бы закликать, как вы оставались с Богом, как внесли тепло у своей души. Але, конечно, я не могу не сказать об том, что зараз у Беларуси, згодно правоохоронним организациям, сотни и сотни, больше 900, а хтось говорить тисячі політв'язнів. Вони строкають це світле свято не за сімейним столом, не з своїми близькими, а у в'язниці. Є діти, навіть тут, у яких один батьков, навіть і двоє батьків знаходяться так само у в'язниці, і вони не можуть разом зустріти. І це вельми прикро. Тому, конечно, я ожидаю, чтобы наступные коляды зустріли у полных семьях, чтобы Беларусь вызволилась, але это народжение Божие, коли Бог нам подарував надею, и как надея была у каждого из вас. У вас есть уже великая моц, то, что в этот мороз, в этот холод вы пришли сюда. Тому треба вірити у Бога і вірити в Білорусь. І ми переможемо. Живи Білорусь! Живи Бог! Живе партизанская Беларусь! Живе партизанская Беларусь! Живе партизанская Беларусь! Наталья Попкова, Народная громада. Перед этими праздниками я хотела бы сказать, что большинство из нас будут праздновать Рождество и Новый год вместе со своими семьями, вместе со своими друзьями. Но у политзаключенных нету такой возможности. То, что они сейчас в тюрьме, в том числе это огромная проблема для нас.
для того, чтобы не можем вернуться домой. То, что наша страна оккупирована, то, что наших людей убивают, наших лучших людей убивают. И мы должны работать, не только приходить на акции, но в том числе поддерживать инициативы, и пропихивать наши политические принципы в странах Европы. Я извиняюсь. Сейчас преступный режим осудил Николая Викторовича Статкевича на 14 лет. Николай Викторович Статкевич, и, к сожалению, его имя практически нигде не звучит. Не звучит в медиах, не звучит в постах на Нефти и в других чатах. Но Николай Викторович — это тот человек, который начал все это движение, которое мы наблюдали в прошлом году в Беларуси и которое мы наблюдаем сейчас. Николай Викторович предложил сделать кандидатом в президенты Сергея Тихановского. Он вел с ними переговоры. Николая Викторовича также посадили не намного позже, чем Тихановского. И сейчас Светлана Тихановская совсем забыла про эту фигуру. И совершенно ничего про него не говорит. Но то, что народная громада собирала за нее подписи, рискуя своей жизнью и свободами, рискуя своими семьями, это показатель. Я призываю вас всех написать Николаю Викторовичу письмо после того, как его этапируют в тюрьму. Написать письмо с благодарностью, с поздравлениями, с наилучшими пожеланиями. Ну и также нельзя забывать про всех остальных политзаключенных. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мы разом, нас много, за нами перемога! Мы разом, нас много, за нами перемога! Мы разом, нас много, за нами перемога! Раз. Добрый день, меня зовут Роман Алилов, я анархист, и сегодня я бы тоже хотел на фоне баннера солидарности с белорусскими анархистами рассказать о том, что есть еще ряд белорусских анархистов, порядка 10 человек, 9, если быть точным, находятся в СИЗО на Володарке в Минске. Они обвиняются по делу, так называемому делу организации «Революционное действие». Это анархистская организация в Беларуси, которая очень долго сопротивлялась режиму Лукашенко. И сейчас этим ребятам, исходя из большого перечня статей, в рамках этого уголовного дела больше, по-моему, 16 статей, и в провластных СМИ пишут, что больше 160 томов, из больше чем 160 томов состоит это уголовное дело. И по суммарным срокам, по суммарному количеству статей, некоторым фигурантам тоже грозит порядка 20 лет. Если вы хотите, вы можете поддержать фигурантов дела революционного действия на платформе BuySoul. Там тоже есть сбор на поддержку их и их семей. Я сам являюсь фигурантом этого дела. К счастью, мне удалось, как пишут, сбежать от следствия, скрыться от следствия. Как некоторые из вас, может быть, знают, в качестве отмщения мне в Беларуси была задержана моя мама, Гаянэ Ахтиян. Она находится под следствием, также на Володарке. Ей вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. И, в принципе, сейчас сотрудники МВД, там, спецслужбы, они не скрывают, что это акт возмездия, что это мне отмщение за то, что им не удалось меня посадить, и за то, что мне удалось сбежать, и я продолжаю свою какую-то общественно-политическую деятельность. И на фоне этого я бы хотел каждому из вас, и всем, наверное, кто меня услышит, напомнить, что, к сожалению, путь политической борьбы, путь общественных изменений, путь улучшения жизни каждого из нас и нашего общества, он всегда связан с лишениями. Будьте готовы к тому, что вам придется пожертвовать очень многим на этом пути. Но помните также о том, что если вы сдадитесь,
Если вы остановитесь, если вы опустите руки, значит, все то, чем пожертвовали вы, все то, чем пожертвовали ваши соотечественники, все, кто сейчас сидят в СИЗО, все это было зря, если вы сдадитесь. Поэтому наш долг, в том числе перед теми, кто страдает, и за нас в том числе, в Беларуси, продолжать борьбу и не сдаваться. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Свободу полить грязь! 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 Подожди. Свободу анархистам! Свободу анархистам! Господарство, давайте проспеваем еще песню, молитву за Беларусь, могутную Божию, нашу старожитную, предвечную молитву, у слова яких закладен вельми глубокий сенс. Давайте знову ж разом проспеваем її. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Господарство, коли ласка, давайте зберемося на огульний здимок. Всі сюди, коли ласка, хто хоче і може. Підбираємося до основи літеральні. Я у п'ятницю приїхав з Італії і хочу всім привітання від білорусів Італії. Вони так само агаються, про нас усі пам'ятають, збирають там допомогу за рік. І в ці дні усіх наші колядені і обвинки, і ми всі разом, де в якій гробці світу ми не знаходимося. Вони пам'ятають про кожного з нас і просили обняти кожного з вас.